Не стоит забывать и про ревакцинацию. В период подъема заболевания медики рекомендуют сделать повторную прививку уже через полгода. Это хорошо понимают жители приполярной Инты. Здесь полным ходом идет ревакцинация. Евгения Кладкевич подробнее. В кабинет к медикам мэр Инты Владимир Киселев заходит без промедления. Вакцинироваться от коронавируса не боится. Да из чего бы? Впервые от коварной инфекции привился еще в феврале спутником ВИ. А вот ревакцинируют градоначальника спустя время уже спутником Лайт. На очереди в кабинет еще 20 человек. Кто-то делает от гриппа, кто-то ревакцинацию, кто-то все вместе. Считаю, что вакцинация необходима. Мы видим, что обстановка как в республике, так и по всей стране ухудшается. Поэтому считаю, что прививаться необходимо. Желающих привиться в Инте с каждым днем все больше. И неудивительно, ведь с началом осени люди защищают себя не только от ковида, но еще и от сезонного гриппа. Кампанию по вакцинации поддерживает и Интинская мэрия. По договоренности с городской больницей здесь работают медики. В числе тех, кто заботится об иммунитете, и сотрудники учреждения. Наталья Потапова прививается дважды подряд. И от ковида, и от гриппа. Первую прививку переносила легко, не болела. Сейчас, когда появилась возможность сделать прививку, я ее сделала. От «Спутник Лайт» прививку сделала, потому что настало время ревакцинации. Прошло полгода с момента получения первой прививки. Трепетному отношению к здоровью Наталья приучает каждого члена семьи. Так, прививку от ковида сразу после 18-летия сделала и ее дочь. В кабинете администрации же на столе медиков 2 вида вакцин – Совигрипп и «Спутник Лайт». В конце октября по всей стране, в том числе и в Коми, Минздравом разрешено одновременно вакцинировать население сразу от 2 болезней. От этого кампания по вакцинации стала более оперативной и, как результат, безопаснее для пациентов. На сегодняшний день внесены изменения в инструкцию по использованию спутника Лайт, и он разрешен совмещать его с гриппом. 2 прививки можно сделать в один день, но не более того. То есть в один месяц эти 2 прививки сделать в разное время нельзя. Делается только одномоментно. Интинцы высоко оценивают практику вакцинации на рабочем месте. Ведь благодаря приезду специалистов на место люди не отрываются от работы. Ранее медики уже посетили 9-ю и 10-ю школы города, а также местную ТЭЦ. Для антиковидной кампании в наличии у городской больницы Гамковид-Вак, Эпивак-Корона, Ковивак и Спутник Лайт. Вакцина у нас имеется в достаточном количестве различного ассортимента, но хочу обратить внимание населения, что последнее слово за выбором вакцины остается за медицинским работником. То есть в данных ситуациях учитывается и анамнез человека, и возраст, какие-то индивидуальные особенности, социальная адаптированность, место работы, насколько большой контакт. Чаще всего люди просят, конечно, именно лайт-вариант. Ревакцинирующая доза одна, следовательно, и забот с этой вакцины, говорят пациенты, меньше. Однако, как уже заметил специалист, в вакцинации последнее слово все равно за медиком. И если для повторной прививки вам назначили иной препарат, лучше не спорить. Для ревакцинации от коронавируса одинаково подходят все зарегистрированные в России виды вакцин. Евгения Кладкевич, Наталья Думих, Евгений Михалкович, телеканал Юрган, Инта.